Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Банк России начал реализацию стратегии повышения финансовой доступности. Якутия стала первым регионом, где было подписано соглашение по реализации стратегии. Повышение финансовой доступности является одной из главных задач Банка России. 2 месяца назад был разработан план стратегии, рассчитанный на 3 года. Ее осуществление решено начать с Якутии как с наиболее проблематичного в этой области региона. Это открывает новые возможности для инвестиционной и предпринимательской активности, позволит повысить количество конкурентоспособных представителей финансового сектора и доступность этих услуг для населения и бизнеса, отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики Алексей Стручков. Горно-обогатительный комбинат «Денисовский» угледобывающей компании «Колмар» является флагманом развития Южной Якутии. Пути развития горно-обогатительного комбината и хозяйственно-экономические вопросы обсудил в Рио главы Якутии Айсен Николаев с руководством компании. Как сообщалось, в Рио главы республики прибыл с визитом в Нерюнгринский район. Генеральный директор компании «Колмар» Артем Левин сообщил Айсену Николаеву о краткосрочных и долгосрочных перспективах компании, в том числе о процессе создания новых рабочих мест. В частности, компания планирует завершить строительство второй обогатительной фабрики «Ингалинская-2», куда будут трудоустроены 3000 человек. Кроме того, Айсену Николаеву продемонстрировали новое оборудование, которое компания закупила в Австрии. Тем временем геологи рудника Нерюнгри открыли 3-е золоторудное месторождение. Соответствующее свидетельство Нерюнгри Металлик уже получило от Федерального агентства по недропользованию. Месторождение представляет собой небольшой сателлитный объект с относительно высоким содержанием золота. Назвали месторождение «Высокое». Общие запасы золота на этом месте составляют почти 2 тонны 150 килограммов. Интересно, что работы на площади ведутся собственными силами предприятия, во многом за счет энтузиазма и находчивости неравнодушного коллектива геологической службы. С 2020 года в России может появиться пошлина за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах. Федеральная таможенная служба направила в Министерство финансов Российской Федерации соответствующее предложение. Сейчас граждане могут заказать без уплаты пошлины товаров на сумму до 1000 евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если их стоимость или вес окажется выше, придется заплатить пошлину в размере 30% стоимости заказа. Если предложение таможенной службы будет принято, бюджет Российской Федерации получит дополнительно 25 миллиардов рублей ежегодно. Так считают таможни. Пенсии в России в 2019 году вырастут, и этот рост перекроет инфляцию. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно выше, чем инфляционные ожидания. Примерно на 2 процентных пункта над инфляцией или даже больше. Поэтому ожидаемое повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства, около 1000 рублей, перекроет рост потребительских цен. По словам министра, рост инфляции по итогам 2018 года будет около 3%. В соответствии с действующим законодательством, пенсии в Российской Федерации индексируются по уровню инфляции предыдущего года. При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсии в 2019 году планируется проиндексировать с 1 февраля, а затем с 1 апреля. Кроме того, вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура, а с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста, будут бороться. Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений. Я имею в виду новый механизм. Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды, сказала вице-премьер. Продолжая пенсионную тему. Бальная система начислений пенсий, введенная в 2015 году, вероятнее всего будет отменена. Она вызвала много нареканий. Прежде всего из-за непрозрачности и сложности расчетов. Проконтролировать, каким образом формируется будущая пенсия, исходя из этой формулы, хотя бы примерно просчитать размер будущих выплат практически невозможно. Тем временем начало проявляться недовольство повышением пенсионного возраста. На сайте Change.org появилась соответствующая петиция против планов властей. Ее разместило Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». На момент публикации петицию подписали 740 363 человека. Авторы установили цель в 1 миллион подписей. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Государственной Думы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем, говорится в тексте петиции. К другим новостям. В
В Якутии с начала навигации отгружено 332,5 тысячи тонн жизнеобеспечивающих грузов, доставлено до мест назначения 194 200 тонн. Всего в навигацию 2018 года необходимо перевести 1 118 300 тонн грузов. План завоза был утвержден распоряжением правительства республики. В настоящее время судоходство открыто на реках Вилюй, Витим, Алдан, на Лени от Усть-Кута до озера Столб, на реке Колыма от участка Семчана до поселка Черский и на реке Яна на участке от поселка Батагай до поселка Нижнеянск. Алроса планирует привезти 130 алмазов специальных размеров массой от 10,8 карата на второй аукцион во Владивостоке, который пройдет с 18 по 29 июня. Общая масса выставляемых на аукцион алмазов составляет 2149 карат. Итоги аукциона будут подведены 29 июня. Принять участие в нем смогут фирмы из разных стран, включая Гонконг, Китай, Россию, Израиль, Индию, Бельгию и Арабские Эмираты. В апреле Алроса провела первый аукцион по продаже алмазов специальных размеров во Владивостоке. Выручка от этого аукциона составила 14 миллионов 800 тысяч долларов. До конца года компания проведет здесь еще 2 аукциона. Их результаты будут подведены в сентябре и ноябре. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах, повышении НДС до 20%, сообщила пресс-служба правительства. Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%, сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций для организации автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года, говорится в сообщении. Центробанк России не стал понижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25% пункта. Это решение связано с планами правительства России повысить налог на добавленную стоимость. По оценке Банка России, это решение может оказать эффект на потребительские цены уже в этом году. Всего по расчетам Банка России предлагаемые налоговые изменения однократно увеличат инфляцию примерно на 1%. Соответствующие прогнозы регулятор уже повысил. Теперь Центробанк ожидает, что годовая инфляция в конце 2018 года составит 3,5–4%. В 2019 году краткосрочно повысится до 4,5%. К цели Банка России в 4% темпы роста цен вернутся в начале 2020 года. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.